Здравствуйте, уважаемые телезрители! На Юргане начинается рабочий полдень. Как всегда в нашем эфире мы обсуждаем актуальные темы и делимся полезной информацией. А вот и она. В связи с прогнозируемой сухой и жаркой погодой на территории Коми 25 мая введен особый противопожарный режим до принятия правительством Республики Коми решения в Сыктывкаре, Ухте, Сосногорске, Уктыле, Печоре, Ижемском, Кнежпогостском, Кайгородском, Карткировском, Прилузском, Сыктывдинском, Сысольском, Троицко-Печорском, Удурском, Усть-Вымском, Усть-Куломском, Усть-Цилимском районах. С 15 июня такой же режим вводится в Усинске, Инте и в Воркуте. Так что, пожалуйста, будьте внимательны и аккуратны с огнем, потому что, как вы знаете, на востоке страны у нас сейчас не самая благоприятная ситуация. Давайте сделаем так, чтобы наши леса в этом году, по крайней мере, по причине человеческого фактора, не горели. Ну а теперь к основной теме нашего эфира. Завтра будет отмечаться Всероссийский день библиотек. Это профессиональный праздник российских хранителей книг. Библиотеки нашей республики, конечно же, не обойдут стороной эту дату. Сегодня узнаем, как пройдет завтрашний день в библиотеках столицы. Если вы там где-нибудь в своем районе тоже проводите, я имею в виду сотрудников библиотек, какие-то мероприятия, конкурсы, квесты для своих читателей, то можете дозвониться к нам в эфир и рассказать о том, как в вашей библиотеке встретят завтрашний праздник российских библиотек. Ну и что ж, друзья, я вам представляю с удовольствием. У нас сегодня просто будет парад библиотек Сыктывкара. Это очень приятно в нашей программе. Я представляю с удовольствием Марину Круглову, директора Национальной детской библиотеки Республики Коми имени Самуила Яковлевича Маршака. Марина Юрьевна, добрый день. Здравствуйте. Ну, первым делом, конечно же, хочется спросить, что же будет завтра, потому что наверняка вы готовились к этому празднику, может быть, готовитесь и сегодня еще, может быть, есть какие-то даже волнительные моменты. Наверняка праздник имеет какие-то традиционные у вас вещи, да, характер. Расскажите, пожалуйста, что завтра планируется для ваших юных читателей? Ну, завтра по традиции у нас День открытых дверей. Вообще Российский день библиотек мы всегда проводим День открытых дверей и делимся с читателями нашими фондами. Мы выставляем практически все самые редкие книги, которые, может быть, в обычные дни, в будни, они не имеют возможности увидеть. Это и редкие, и книжки-малютки, и древние книги, редкий фонд. Все это мы предоставляем нашим читателям. Ну а завтра читателей ждет бенефис читающих семей. Будут выставки «Загадки». Будут выставки, фотовыставки, а также будет фотосессия проходить «Семья онлайн». Это наши читательские семьи будут фотографироваться, мы тут же будем их фотографии выставлять на нашем сайте. А вот бенефис читательских семей, что это из себя представляет? Это игры-викторины, квесты. То есть это можно семьи придут? Да, да. У нас уже 4 года в библиотеке успешно, очень успешно идет проект «Семейные выходные в Маршаковке». Суббота, воскресенье – это всегда читающие семьи у нас проводят время, свой досуг. То есть есть семьи, которые прямо в полном составе приходят? В полном составе, да? На 3, 4, 5 часов приходят в библиотеку и находят для себя всегда увлекательные занятия. Это хорошо. А что касается вот самых юных читателей, что для них приготовлено? Тоже какие-то игры наверняка заготовлены? Да, это викторины, это мастер-классы, это книжки-бродилки, это всякие вопросы интересные, которые и познавательные в клубе «Эврика». Все, что они могут узнать в нашей библиотеке из книг, которые предоставлены в наших фондах. Вот во Всероссийский день библиотек у вас всегда такой праздник? Или такие праздники случаются не раз в году? Ой, не раз в году. Вы знаете, сейчас мы живем в такое интересное время, что каждый день надо придумать что-то новое для того, чтобы продвигать книгу и библиотеку. И поэтому у нас всегда проходят акции. Ну, это неделя детской книги традиционно, это и «Библия. Сумерки», которые вот только что прошли с успехом. Вот только что завершилась замечательная акция, театральная викторина, которую мы проводили вместе с нашими добрыми партнерами театром оперы и балета. Это читающие семьи Маршаковки благодаря своей эрудиции поучаствовали в викторине и выиграли 9 пригласительных на фестиваль оперного и балетного искусства «Сыктывкар-Сатулс», который проходит прямо сейчас. Это здорово. Читаешь книги, еще и успеешь на Сыктывкар-Сатулс побывать. Да. Всей семьей. Всей семьей еще к тому же. Это здорово. Я вот смотрю, у вас тут представили интересные книги. Знаю, что ваша библиотека непосредственно приложила, так сказать, руку, да, к появлению на свет. Расскажите нам подробнее, что это за издание. Ну, издательская деятельность библиотеки, она развивается в 4 направлениях. Это наши профессиональные издания. Мы проводим социологические исследования в области педагогики и психологии детского чтения. Это, конечно же, краеведческие издания, рекомендательная библиография и творчество наших читателей. Вот эти 3 замечательных сборника изданы на средства
на грантовые средства общества Кастрена, Финляндия, и в них вошли литературные работы детей и подростков, проживающих на территории Республики Коми, пишущих на коми-языке. А вот давайте какое-нибудь издание покажем зрителям, чтобы они могли посмотреть, может быть, кто-то заинтересуется. Это «Родная природа», замечательное издание. И хочу сказать, что вот, большинство наших изданий представлено на сайте библиотеки в рубрике, которая так и называется «Наше издание». Вы можете посмотреть, поинтересоваться. То есть это книги, которые написаны, получается, какого возраста вот, писателей? Там самые разные возрастные категории, но у нас самый юный участник в этих конкурсах литературного творчества 6 лет. От 6 и до 14 лет участники. И присылают иногда даже не только жители нашей республики свои произведения на конкурс. А как отбираются вот писатели, которые попадают в такие книжки? Отбор самый серьезный. Здесь принимают участие в жюри и наши уважаемые писатели, и литературоведы, и краеведы, Институт языка и литературы. То есть самый требовательный отбор. А много пишущих у нас ребят? Очень много. Мы сами удивляемся. Вот наша библиотека в этом году провела впервые межрегиональный литературный малый поэтический марафон для детей, пишущих на коми, на родном языке. До этого мы 4 марафона проводили в Сыктывкаре, а теперь мы уже вышли за пределы Сыктывкара и расширили аудиторию для пишущих не только на коми-языке, но вообще на родном языке. И поступило более 50 заявок из разных регионов и даже из Ненецкого автономного округа. Были участники. Кому-то удалось из других регионов победить, что-то получить? Ну, литературный марафон, он не предполагает победителей. Там уже сам каждый человек победитель, да. Он выразил все свои чувства, все свои мысли в поэтической форме и представил их на суд широкой публике. Какие книги любит читать наш юный любитель книг? Самые разнообразные. Вы знаете, диапазон широчайший. В этом году мы запустили проект новый, «Книжный сундучок». Это самые последние выпуски, самые последние новинки мы закупили в 2 экземплярах, 700 книг в общем, и они сейчас путешествуют в Сысольском районе и в Кайгородском районе, там их читают дети, а потом эти сундуки с книгами отправятся в Усть-Куломский и в Усть-Вымский район. И вы знаете, востребованность книг, детских книг очень большая, потому что книга, средняя стоимость книги это 450 рублей. Да, дети, сейчас они прилично стоят. И поэтому, например, если вы пользуетесь услугами библиотеки, если у вас очень читающий ребенок, а у нас есть дети, которые прочитывают до 100 и более книг в год, то вот посчитайте, какую экономию для семейного бюджета вам предоставит библиотека. А еще говорят, что мы теперь не самая читающая страна. Вот как у нас дети. До 100 книг, до 100 книг в год. Да. Это здорово. Они гордятся тем, что они такие активные читатели. И они очень требовательны к тому, что мы выписываем. Они нам сами подсказывают, что нужно выписать. Они отслеживают литературный процесс. А то есть вы даже ориентируетесь на те... Конечно. Да, у нас есть картотека предпочтений читателей. Мы ведем ее обязательно. Мы интересуемся тем, что хотят прочитать наши читатели. Вот сейчас, кстати, по просьбе читателей мы заказали интереснейшую серию Animal Books. Это занимательная зоология. Это все медийные люди России рассказали от своего имени о каком-либо зверьке. Например, Антон Камолов, по-моему, «Я ленивец». Татьяна Устинова, «Я скунс». Да. Там еще кто-то, ну, каждая медийная личность представляет какое-то определенное животное. Это совместный проект с Московским зоопарком. Уже выпущено более 20 книг, и мы с нетерпением ждем эти книги. Он пользуется бешеной популярностью среди детей от 6+ и далее. Как часто пополняется фонд библиотеки и каким образом это происходит? Мы где-то раза 4 в год мы закупаем книги. У нас 130 тысяч книг. В год у нас поступает до 2000 книг. Хотелось бы, конечно, больше, но у нас есть еще и дарители, и попечители, которые нам помогают в этом вопросе. А вот сами читатели бывает так, что приносят книги, ну там, допустим, может быть, дети выросли, что там и книжки детские остались, конечно же, приносят в дар. Да, вы знаете, сегодня у нас стартовала акция «Книга от друга». Вот прямо сейчас в нашей библиотеке в рамках всероссийской акции «Читай, Россия», которую организовали Российская государственная детская библиотека и Государственная библиотека для молодежи. И сегодня вы можете принести библиотеке в дар книгу, у нас сделаны специальные закладочки, от вас будет дарственная надпись, и эта книга пойдет тем читателям, которые для себя выберут и возьмут ее к себе в дом. А вот вы рассказывали ранее про сундучок. Он путешествует по районам с какой периодичностью? Или это раз в полгода. Раз в полгода, да? Да. То есть он в каждый район переезжает, да, чтобы все успели почитать. Да.
Что у нас вот здесь вот за книжки дальше представлены? Я смотрю, А это наши профессиональные да. издания. Это вот такая серия писателей коми детям. Это выпускают сотрудники нашей библиотеки для библиотек Республики Коми, работающих с детьми. Здесь вы сразу можете увидеть и информацию, и фотографии наших замечательных писателей, а также увидеть книги, которые ими написаны, прекрасно иллюстрированы, с краткой информацией. Все это на коми-языке. Это такое замечательное методическое пособие для работы детских библиотек. Эта серия пользуется большой популярностью среди наших коллег. Ну, приближается лето буквально, календарное как минимум, да? Судя по той погоде, которая за окном. Что можно сказать про летний период? Активность юных читателей падает или наоборот, есть те, которые заинтересованы, появляется свободное время и приходят в библиотеку взять книжку почитать? Да, вы знаете, активность не падает и увеличивается. Июнь-июль мы работаем активно с детскими площадками, то есть к нам приводят детские площадки, мы проводим мероприятия, литературные квесты, литературные викторины, познавательные мероприятия. Мы еще работаем плотно с детскими лагерями, мы выезжаем в лагерь «Мечта» и «Орленок» со своими мероприятиями и со своими книгами, рассказываем детям о книгах. Ну, а, например, 1 июня у нас ждет в Кировском парке с нашими волонтерами, мы проводим отличную акцию «Парад литературных героев». 5 июня я приглашаю всех наших зрителей в библиотеку на фестиваль «Лимонадные реки. Книжные берега». Будет много лимонада, много мороженого, много книг и общения с животными, с собаками, с кошками и даже с чилийской белкой. Чилийская белка. Чилийская Откуда белка. же она в Сыктывкар-то приехала, чилийская? Вот придите и узнаете. А 12 июня мы приглашаем всех жителей в нашу библиотеку, чтобы совершить путешествие в прошлое. Мы отправимся на 100 лет назад для того, чтобы найти сокровища купца Камбалова. Скажите, насколько важна книга вот, в воспитании ребенка, вообще вот в эстетическом каком-то, в духовном плане? Насколько важно подобрать ему правильную книгу? Или можно довериться его вкусу, допустим, он любит фэнтези ребенок, пусть читает фэнтези, не заставлять его читать там, вот, те книги, которые ему не нравятся. Ну, как говорят, нет нечитающих детей. Есть книги, которые не нашли своих читателей. Надо вовремя и не опускать руки. Даже если ребенок говорит, что он не хочет читать, ему не нравится читать, не опускайте руки, все равно пытайтесь ему привить любовь к чтению, подбирать книги, которые найдут какой-то отклик в его душе. Фэнтези тоже отличная литература. Разного же качества бывает фэнтези. Вот здесь как раз самый лучший навигатор в мире книг — это библиотекарь. Поэтому я желаю всем в этот день, в преддверии Общероссийского дня библиотек, я желаю всем нашим зрителям, всем нашим жителям республики, чтобы у каждого рядом по соседству был добрый друг, хорошая библиотека, где много книг и где много добрых, умных людей. Ну, вообще сейчас, наверное, в современное время библиотекарь — это не просто человек, который там выдает книгу, да, то есть функции наверняка гораздо более широкие у него. Да, конечно, библиотекарь должен уметь проводить массовые мероприятия, он должен заниматься каталогизацией, он должен уметь расписывать литературу, проводить аналитико-синтетическую обработку литературы, формировать электронный каталог. Да. Кстати говоря, вот у нас сейчас появилась новая услуга, хочу, пользуясь случаем, ее прорекламировать, что зайдя на наш сайт и став зарегистрироваться, если вы зарегистрируетесь как читатель, вы получаете доступ к электронной библиотеке Литрес. Это замечательная электронная библиотека, где более 100 тысяч книг самой различной тематики, которые вы можете заказывать, скачивать к себе на планшет или на мобильный телефон, читать. В течение 15 дней у вас эта книга будет в телефоне, потом она просто исчезает. Вот это стимул книгу. За 15 дней прочитать, да? Да. «Войну и мир», например. Это, конечно, абсолютно бесплатно. Пожалуйста, вы можете еще раз ее заказать и читать дальше. Ясно, хорошо. У вас есть возможность сейчас поздравить всех своих коллег в республике, а может быть даже и за пределами республики, потому что наш канал вещает и в других регионах через спутник. Итак, Марина Юрьевна, пожалуйста, прошу. Дорогие коллеги, дорогие зрители и все жители Республики Коми и России, я всех поздравляю с этим замечательным праздником. Я желаю, чтобы в вашем доме всегда был добрый друг, книга, которая никогда вас не подведет, которой всегда есть до вас дело и всегда есть для вас время. И, конечно, я хочу, пользуясь случаем, поздравить свой замечательный, родной, любимый коллектив с Общероссийским днем библиотек. Спасибо вам большое. Я тоже поздравляю вашу библиотеку, весь коллектив. Желаю, чтобы поток читателей не иссякал никогда. Новых изданий, в том числе и
из-под вашего, так сказать, пера. И всего только самого-самого хорошего. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Друзья, ну сейчас переключимся немного на другую тему. На пару минут в Сыктывкаре идет первая неделя проекта «Суперсушка». Он организован фитнес-клубом «Ранверсман». За 28 дней его участникам предстоит изменить себя. Главный приз проекта – спортивный велосипед. Обладатель второго места получит набор спортивного питания. За третье место можно выиграть абонемент в тренажерный зал на месяц. Среди участников проекта и ваш покорный слуга. Сейчас увидим сюжет о первой групповой тренировке участников. К слову, возможность присоединиться к «Суперсушке» еще есть. Звоните 346 300 и оставайтесь на Юргане. Итак, я сейчас рядом с одним из наших тренеров, Региной Староженко. Регина, на что направлены наши тренировки прежде всего? Наши тренировки направлены прежде всего на ваше похудение. Они жиросжигающие и также на рост вашей мышечной массы. То есть вы, возможно, долгое время не занимались какими-то тренировками, а просто какие-то прыжки, приседания такого эффекта не дадут, как эти тренировки кроссфитовские. Wouldn't expect it. All I see this beat is way above hectic. I've been elected, so yo best sit on your ass real fast because I'm shocking like electric. All girls saying quick hit the exit. Keep it up, get beating up or get your head split. I'm coming through with more flavors than this, quick and desperate. Making fresh hits, now check the next bit. I set trends on stage when you're doing your PAs. You copy my page, I heard it from my best friend. Well, I'm a veteran in this game, perfected with the aim. Corrected when I'm saying I'm from the West End. Roxanne, bang like a rock band. New hand with a hawk game to take over your block, man. Stop, man, I'm so Какие еще сюрпризы ждать нам, тем, кто вступил в проект клуба «Ранверсман» «Суперсушка»? А я вам не буду сейчас все это говорить, карты раскрывать. Это все вы узнаете в ближайшее время. Но можно говорить, по крайней мере, о том, что тренировки, вот их, скажем так, набор упражнений будет меняться? Там, набор упражнений, конечно, будет меняться, они будут усложняться. Самое трудное у нас будет это третья неделя. Она как раз будет самая жиросжигающая, самая сложная. Домашнее задание, как вы говорите, уже сложно, но тогда они будут не по 16-20 минут, а уже по часу примерно. Состоять будет из 3 частей, в которой в части в одной будет примерно по 6 упражнений и также 2-3 круга. Во что мы ввязались? Продолжается, друзья, прямой эфир на Юргане. Это рабочий полдень. Сегодня пятница, ну а завтра суббота, Всероссийский день библиотек. Поэтому я предлагаю вам обязательно посетить те библиотеки, которые рядом с вами. Поверьте, книга – это прекрасное времяпровождение, действительно успокаивает. Ну и есть еще, конечно же, люди, которые читают, несмотря ни на что. Чтение для незрячих людей – это один из основных инструментов познания окружающего мира. Оно играет ведущую роль в процессах социализации, реабилитации, интеграции в общество. В нашей республике информационной поддержки инвалидов по зрению занимается единственная библиотека, специальная библиотека для слепых Республики Коми имени Луи Брайля. Сегодня в нашей студии директор этой библиотеки Галина Михайловна Безносикова. Галина Михайловна, добрый день. Здравствуйте. Мы вот успели буквально за пару минут разложить, наверное, только часть того большого количества изданий, которые есть в вашей библиотеке. Вообще, немножечко вот о вашей библиотеке расскажите, пожалуйста, как давно она работает и насколько она популярна среди читателей ваших? Ну, библиотека в городе Сыктывкаре, как первая городская библиотека для слепых, была открыта 1 сентября 1917 года. 1970 года, да. Вот скоро библиотека будет отмечать уже 50 лет. Эта библиотека открылась на площади Всероссийского общества слепых. Вот, поэтому фонды библиотеки в этот период в основном были представлены
книгами по Брайлю, рельефно-графическим шрифтом. К середине 60-х годов прошлого века в фонды стали поступать говорящие книги для людей с проблемами зрения. И я хочу сказать, что, например, вот на Западе раньше говорили про людей с инвалидностью по зрению, люди с инвалидностью по чтению, потому что у них основная проблема – это недостаток информации. Но сегодня молодые ребята, незрячие, которые получают хорошее образование, владеют информационными технологиями, имеют возможность, безграничные возможности получения информации. Но вообще люди раскрываются, как-то меняются, когда приходят к вам читать? Конечно. Вообще, когда человек начинает читать, он меняется, у него взгляд меняется, у него отношение к жизни меняется. Он просто становится интересным человеком, спокойным и хорошим собеседником. Но мне бы хотелось сказать, что те люди с серьезными проблемами зрения, которым недоступна плоскопечатная литература, имеют возможность получать информацию из различных источников. Сегодня очень много представлено изданий для людей с проблемами зрения. И особенно хотелось бы мне обратить внимание на тех жителей нашей республики, которые чувствуют, что такие проблемы у них будут, чтобы не впадали в депрессию, приходили к нам в библиотеку. А здесь вот на этой передаче я хочу показать вот некоторые виды изданий. В первую очередь это, конечно, книги по Брайлю, рельефно-точечным шрифтом. Я принесла сюда те издания, которые наша библиотека сама смогла за счет своих вот возможностей То есть у вас тоже издательская деятельность ведется? Да. Вообще проблема в том, что профессиональные издательства не так много выпускают специальной литературы. Это и дорогостоящее производство, но, может быть, не настолько востребованное. И плюс еще выпускается в основном литература российских и зарубежных писателей. А мы, как специальная региональная библиотека, издаем сегодня книги наших писателей, коми-писателей, и по коми, которые пишут, и тех, которые русскоязычные. Вот. И первые виды изданий у нас появились, конечно, это говорящая книга, это основной, скажем так. Что на себя представляет? Да, говорящая, это аудиокнига. Вообще сегодня аудиокниг выходит очень много, формат аудиокниги. Но опять же, эта книга в основном ориентирована на людей видящих. Это чаще всего форма радиоспектакля, да, это какие-то шумовые эффекты. Говорящая книга – это немножко другое, это стандарт. Она отличается тем, что эта книга, во-первых, записывается диктором спокойным, ровным голосом, без эмоций. Между автором и читателем диктор не должен стоять. Мы ведь с вами читаем литературу, то есть мы с автором беседуем, да? Мы включаем свою фантазию. Человек с проблемами зрения тоже хотел бы от прочтения книги получать такие же эмоции. Фантазия была конечно, да? Конечно. Понятно. Поэтому это тоже специальная технология, и тех дикторов, которых мы привлекаем, профессиональных, мы всегда проводим небольшой инструктаж. Вот. Затем мне хотелось бы тоже остановиться на таком виде издания рельефно-точечные. Давайте вот некоторые книжки покажем. Ну вот, к примеру, сейчас вот я здесь принесла 3 издания, рельефно-точечные издания. Значит, мы Виктора Савина сделали по просьбам наших читателей. К 125-летию Куратова, естественно, мы сделали сборники по Брайлю. Ну вот, если совсем кто-то из жителей никогда не видел брайлевскую книгу, то вот да. Да, вот, может быть, на экране не очень хорошо. Да, вот да. Сейчас попробуем. Может быть, не очень хорошо будет. Вот ну, сейчас видно, да. Вот. Это уникальное изобретение, шрифт Брайля, Луи Брайль. В 16-летнем возрасте Луи Брайль вот этот шрифт изобрел, и больше 200 лет незрячие всего мира пользуются. А как они, кстати, осваивают его? Потому что этот шрифт позволяет сегодня, во-первых, писать, ну, естественно, читать на многих языках мира, есть Брайль. Он помогает воспроизвести вот эти волшебные золотые 6 точек, они помогают воспроизвести и химические, и математические знаки, ноты. То есть Брайль позволяет точек, всего 6 точек. Вот уникальная комбинация этих 6 точек. Конечно, скажем так, человеку поздно ослепшему сложно овладеть Брайлем, поэтому это специальное
специальная школа, это специальное обучение. Я вот здесь тоже принесла в студии такой современный прибор письма. А вот расскажите, как да, он работает? Да, ну, в основном, ну, это больше для записи. Конечно, серьезно писать это большие приборы, а это такие вот небольшие заметочки делать, вот как каким мы с образом вами. это делается? Можете Ну, немножко показать? мы читаем с вами текст, читаем и пишем слева направо, то человек, владеющий Брайлем, он закладывает сюда листочек и пишет справа налево. Потом переворачивает и, получается, уже читает так же, как и мы, слева направо. То есть есть тоже своя технология, которой надо учиться. Вот. Затем мне хотелось бы тоже познакомить вас с рельефно-графическими изданиями. Они, ну, где-то лет 20 появились, скажем так, в пользовании людей с проблемами зрения. Здесь тоже присутствует Брайль и выпуклое изображение. В основном делается на пластике или же вот на, ну, сегодня это уже новые технологии. Вот, и благодаря поддержке Министерства массовых коммуникаций и связи Республики Коми, вот в прошлом году у нас впервые появилась административная карта Республики Коми. Можно то есть, карту прямо изучить? Да. Мы сейчас мечтаем, конечно, и физическую карту сделать Республики Коми, а вот как раз к ней приложение идет описание по Брайлю. А вот здесь, да. Да, Кстати, вот тоже это идет вместе комплект. То есть здесь полностью описание всей карты, да, получается? Плюс вот эти рельефные графические пособия очень удобно использовать детям, незрячим детям при обучении, потому что рельефно-точечным шрифтом есть и небо, да, карта неба, есть различные карты по истории, по географии карты. То есть изображение, то есть очень-очень много, у нас большой фонд рельефно-графических изданий. А как он пополняется, кстати? Он пополняется. Хочу сказать, что вообще издание специальных форматов – это очень дорогое удовольствие. И в нашей республике, в нашей вообще стране идет поддержка этой деятельности. В рамках программ федеральных мы получаем очень много изданий бесплатно. Специальные библиотеки, сеть специальных библиотек существует в России, где-то около 68 таких библиотек есть в каждом регионе. Вот. И нас, вот, конечно, они обеспечивают. И есть еще в Москве такой комплекс, издательско-полиграфический комплекс «Логос» при Всероссийском обществе слепых. Это большое предприятие, целое предприятие, вот, имеющее уникальное оборудование, которое вот эти издания делают, и тоже мы получаем бесплатно. Галина Михайловна, вот сейчас смотрю, здесь книги еще вот с укрупненным шрифтом, да, вот именно для... Но сейчас хочу еще сказать, что, в принципе, краеведческие издания, они не издают, поэтому то, что издается уже в рамках, скажем так, краеведения, национальной нашей литературы, это все проекты нашей библиотеки и, скажем так, творческая, волонтерская, совместная такая деятельность. Укрупненный шрифт, он не считается специальным форматом, но тем не менее в рамках программы тоже его получаем. Это где-то 17-й кегель, это очень удобно. Но, к сожалению, наше издательство, это дорогостоящее получается печать, потому что книга в 2 раза увеличивается в формате. Вот, но очень удобно для наших читателей. Спросом, да? Тоже пользуются спросом. И, скажем так, наши коллеги с муниципальных библиотек тоже берут эту литературу. Галина Михайловна, скажите, пожалуйста, в заключение нашей беседы, что у вас запланировано на завтрашний день? Ну, как, скажем так, праздник, День библиотек, библиотека будет работать. У нас планируется мероприятие в рамках Духовно-просветительского центра возрождения души. Вот. Ну, а самое большое такое мероприятие мы проведем в Кировском парке 28 числа с 15 до 17 часов будет проходить акция «Весна без границ». Наши партнеры – это Центр развития культуры и искусства города Сыктывкара и колледж культуры имени Чисталева, республиканский колледж. 28-го. Да, 28-го будет вот такая акция, будет концерт с силами и наших читателей, вот, и наших партнеров, и, естественно, будут интерактивные площадки. Это очень важно. Да, Галина Михайловна, у вас есть возможность также поздравить своих коллег. Ну, уважаемые коллеги, библиотекари, я, конечно, желаю вам творческих успехов, постоянно находиться в таком приподнятом состоянии, всегда быть в хорошем настроении, потому что нашим читателям
мы больше нравимся, когда мы улыбаемся, когда мы приветливые. Вот. И, естественно, что пожелать библиотеке? Хороших книг, интересных, умных читателей, ну, здоровья, счастья в личной тоже жизни, благополучия, всего самого хорошего. Спасибо вам большое. Желаю, чтобы ваша библиотека тоже развивалась. И также, конечно же, больше читателей и больше новых специальных изданий, чтобы люди действительно могли всегда обогатиться знаниями. Спасибо вам большое. Друзья, с вами мы не прощаемся. Впереди нас ждет реклама, далее выпуск новостей и еще гости из одной библиотеки нашей республики. Ирина, передаю тебе слово. Спасибо, Александр. Ну что ж, друзья, как всегда, видите, с запада приходит не все самое хорошее, но, с другой стороны, такая погода как раз способствует тому, чтобы провести выходные где? Правильно, в библиотеке, потому что завтра Всероссийский день библиотеки. И у нас сегодня в студии представители как раз этой прекрасной профессии. Это профессиональный праздник библиотекарей, которых мы, собственно, и поздравляем с этим праздником. И у нас сейчас в студии представители еще одной библиотеки нашей республики, самой большой, самой главной, Ленинки. Я вам представляю с удовольствием Ольгу Кырнышеву, заместителя директора по библиотечной работе Национальной библиотеки Республики Коми. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. И также ее коллега рядышком Татьяна Алифир, заведующая сектором отдела гуманитарных наук Национальной библиотеки нашей республики. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и, конечно же, такой уже риторический в нашей программе вопрос. Что будет у вас завтра? Как вы будете праздновать День библиотек? А завтра мы будем закрыты. Закрыты вы будете? Так. Дело в том, что Национальная библиотека Республики Коми, раньше она была Ленинка, как вы сказали, она по субботам не работает, к сожалению или к нашему счастью. Мы, на самом деле, День библиотек отмечаем сегодня, вот, и начали это уже с 9 утра. Да? Так, у нас был с чего традиционный час подарков, то есть каждый наш день рождения, каждый наш профессиональный праздник мы утром поздравляем друг друга, принимаем подарки от наших попечителей, партнеров, от наших друзей и так дальше. Ну вот сегодня это как раз и было. Читатели это приходят в этот день? В этот день приходят читатели. Но вот так как у нас библиотека работает с 10 часов для читателей, а мы работаем с 9, то вот время с 9 до 10 это только наше время. То есть вы потом в приподнятом настроении, Ольга, да, уже начинаете уже работать с читателями. Да, у нас были замечательные, и музыкальная открытка нам подарила сегодня, дивертисмент, прекрасную программу. Мы получили, оценили наших коллег, получили они достойную оценку, грамоты от нашего учредителя. Подарки, как уже сказала Татьяна, от наших попечителей, от наших друзей, от наших партнеров. Лучший подарок в библиотеке — это, конечно же, книги. Нам подарили очень много книг. У вас, наверное, самый большой фонд книг в республике, да? Конечно. У нас 2,5 миллиона книг. 2,5 миллиона. Все невозможно просто перечитать, наверное. Мы, как наши коллеги считали, в хранилище это 10 километров метрополок. То есть книги только в том помещении, которое читатели не видят, только там 10 километров. Если посчитать по всей библиотеке, естественно, это их будет больше. Можно опоясать всю землю просто. Ну, практически. Если выложить все книги из вашей библиотеки. Да. В преддверии праздника, Ольга, что-то было у вас, какие-то мероприятия, может быть, для читателей? Мы начали праздновать уже неделю, начали мы все 17 числа, 17 мая с празднования Дня Коми письменности. Прошел целый комплекс мероприятий, посвященных, отмечали книга Гиннесса по Коми. Так. Выбирали самую легкую книгу, самую маленькую книгу, самую тяжелую книгу, самую толстую книгу. Самую жуткую. Там такая была номинация. Кто отбирал эти книги? А вот были наши, опять же, наши партнеры, наши читатели, наши друзья. Это представители Министерства национальной политики, студенты представили свои варианты, ученые. СГУ с нами сотрудничали. Да. То есть не мы сами выбирали. Татьяна, а студенты вот ходят? Я помню, в нашу бытность, когда еще не было интернета, страшно подумать об этом. Ходят студенты читать в библиотеку, берут книги? Я хочу сказать, что вот последняя тенденция, что студенты пошли вдруг. То есть было одно время затишье, и к нам приходили люди среднего возраста и старше. Вот. Сейчас студенты хлынули, но мы думаем, что, наверное, благодаря тому, что библиотека, кроме вот своей основной библиотечной деятельности, она расширяет свои границы, горизонты, проводит много различных мероприятий, и студенты, которые... То есть у них не было привычки даже ходить в библиотеки, они не знали, что это такое, они заходят к нам на мероприятия досуговые,
понимают, что здесь здорово, классно, есть много полезностей для учебы, и они к нам возвращаются уже в будничные дни, потому что досуговые обычно на выходных у нас проходят, и с удовольствием сидят и занимаются. А какие книги они читают? Именно по своим каким-то специальностям, учебные или... Ну, я вот представитель отдела гуманитарных наук, Так. поэтому к нам они ходят конкретно за учебной литературой, вот, когда готовятся к своим курсовым, дипломам, каким-то работам. То есть у нас художественной литературы в нашем отделе нет, есть на абонементе, но туда ходят на самом деле... У них даже висит в отделе такая карта, она помечена флажками, где живут их читатели. И читатели у них самые разные, то есть и взрослые, и детей, наверное, нет или мало, и студенты, то есть все категории читателей. Ольга, насколько сейчас в наше время важна интерактивность библиотеки, то есть чтобы библиотекарь, читатель, чтобы вот эта связка такая была, работала все время так друг с другом? Ну, это, естественно, это очень важно, поскольку, не зная, что нужно читателю, мы просто, библиотека как таковой свою сущность не будет исполнять. То есть мы, прежде всего, общаясь с читателем, узнаем, что ему нужно. Да, какая ему нужна литература, на что он откликается, какие формы работы с ним необходимо, в каких формах работы он работать с нами готов. То есть вы тоже немножко так подстраиваетесь под читателя? Да? Естественно. Ну, есть вещи, есть такие профессиональные вещи, которые мы просто перестраиваем, именно встраивая их в новые формы. Те же самые интерактивы, те же самые популярные сейчас квесты. Да, эти формы сейчас присутствуют в библиотеке, хотя содержание может быть какое-то такое традиционное для библиотеки, просто новая форма. Вот до вас была здесь коллега ваша Марина Юрьевна Круглова, директор Национальной библиотеки Маршака. Она сказала, что летом в первом месяце даже наплыв небольшой, да, есть читателей, даже не небольшой, а солидный наплыв юных читателей. Что можно сказать о Национальной библиотеке? Можно говорить о том, что в летний сезон небольшое затишье наступает, или наоборот люди свободное время появляется, собираешься на дачу, почему бы не захватить томик Чехова, может быть, я не знаю. Не обязательно Чехова, может быть, что-то из современных писателей. На самом деле затишье, оно очень логическое, потому что люди уезжают в отпуска, люди уезжают на дачи и так дальше. Мы это прекрасно понимаем. Вот. Но у нас есть другие читатели, да, которым мы нужны в летние месяцы. У нас в летние месяцы проходит несколько акций. Они и для взрослых, и для детей. Вот, например, есть у нас такой проект, который уже существует 3 года, называется он «Книжный дворик на Советской». Летнее не кафе. Не кафе, да, потому что это... то есть у нас там кофе не дают, к счастью, или, к сожалению, опять же, но зато дают много... пищи для ума, да. Вот. Как это выглядит? Интересно, Северин, или рассказывать? Да, очень коротко расскажу. В эти дни, то есть в летние месяцы, библиотека, как я говорила, выходит из своих границ, она занимает площадку. У нас очень удобное географически, да, положение. У нас хорошая площадка перед библиотекой. Вот. Там ставятся столики, стульчики, открывается палатка. В этой палатке все мимо проходящие люди или выходящие, например, на обед, да, а люди летом обычно не сидят, не греются, да, возле печки, а выходят на обед и на улицу погулять. Они могут там найти свежую прессу, увидеть новинки, как и периодики, так и книжные новинки. Там будет обязательно стоять и стоит, как обычно, детский столик, где детки могут порисовать, для них проводятся различные программы, могут поотвечать на вопросы, им могут даже почитать вслух, то есть есть вот такая вещь, как громкие чтения, приходит ребенок с мамочкой, мамочке, например, некогда читать, и она усаживает ребенка, наши библиотекари красивым поставленным голосом читают на выбор сказки, детские рассказы и так дальше. То есть вот для детской аудитории это вот так, для взрослой есть еще и Wi-Fi, свободная зона Wi-Fi, это привлекает. Друзья, вот куда нужно приходить летом. Летнее не кафе возле Национальной библиотеки. Ну что ж, я надеюсь, что и в этом году с погодой повезет, и у вас ваша площадка будет заполнена людьми, читающими. Буквально вот пару слов поздравления от каждой из вас, Ольга, по своим коллегам. Уважаемые коллеги, конечно, хотелось бы пожелать вам не тишины в библиотеках, да, то есть для того, чтобы шорох все время был в стенах библиотеки, все время присутствовали читатели. Также хочется пожелать вам самореализации, творческих успехов и, как всегда, конечно же, здоровья, здоровья, здоровья. Татьяна, я от вас.
Да, я подготовилась, я принесла с собой цитату Достоевского, просто мы ее недавно проговаривали на одном из мероприятий. Достоевский когда-то сказал, что перестать читать значит перестать мыслить. Поэтому я призываю всех читать, призываю всех мыслить. Все-таки интеллектуалы сейчас в наше время, они очень, ну, я думаю, очень востребованы. Вот, поэтому читайте, просвещайтесь, приходите в Национальную библиотеку Республики Коми. Спасибо вам большое. И вас тоже с праздником, с Днем библиотек. Желаю также много читателей, пополнения фондов. Ну и всего самого хорошего. Спасибо вам большое. Спасибо. Друзья, и еще раз, конечно же, всех, кто связан с работой в библиотеке, поздравляем вас с профессиональным праздником. Завтра, напоминаю, Всероссийский день библиотек, поэтому посетите эти прекрасные учреждения, вот таким вот языком казенным немножко. Но, тем не менее, я думаю, что напитайтесь положительной энергией и эмоциями. Возьмите что-нибудь с собой домой почитать. Спасибо всем, кто был с нами. Смотрите «Рабочий полдень» в понедельник в 12:00 на Юргане. Хороших вам выходных, несмотря на погоду. До свидания.